Сегодня у нас круглый стол, обсуждаем стереотипы истории. Ведущий Сергей Щербаков, историк. Сегодня мы будем говорить про штат Идель-Урал. Это было такое образование при становлении советской власти. То есть она называется по-разному: Волжско-Уральский штат или штат Идель-Урал. И как бы в Википедии написано, что это одно и то же образование. Ну, как бы одна часть, насколько я знаю, была мусульманской, а другая как бы нет, да? Нет. Да, вот вы подняли вопрос насчет того, что у нас действительно вообще исторических наук и общественного сознания, и в Википедии про это написано вполне закономерно, существует мнение о том, что Волжско-Уральский штат и штат Идель-Урал это одно и то же. По сути, это просто разное произношение. То есть один по-русски сказали Волжский, а другой по-татарски сказали Идель. То есть, а по сути одно и то же. Если там посмотреть, там тоже действительно во многих статьях энциклопедических по этому поводу, то как раз там пишут Волжско-Уральский штат, также пишут там название Идель-Урал, Волжско-Камский, Средневолжское, Южноуральское, это как же штат. То есть разные названия, но по сути они говорят суть одно и та же. То есть это что мусульманский проект, который выдвинули в ноябре 2017 года мусульманские лидеры в Уфе на своем меджлисе. И о том, что из этих статей фактически получается, что то, что было в конце 2017 года и в начале 2018 года, это по сути одно и то же. То есть и в феврале-марте 2018 года мусульмане попытались реализовать свое участие, и у них вот так вот получилось, у них краткосрочное существование, которое прекратилось. Но в ходе своих исследований вообще просто прихожу к выводу о том, что их надо принципиально разделять. Их надо принципиально разделять. То есть, и поэтому название своей сегодняшней теме назвал Волжско-Уральский штат или штат Идель-Урал на рубеже 17-18 годов. Хочу подчеркнуть, что это разные проекты. Если вкратце сказать, то это первый проект это больше либеральный, буржуазный, элиты татарской, а Идель-Урал это проект татарских социалистов СССР. Да? В чем разница между ними, я потом еще четко покажу и разделю. И почему все-таки разделяю? То есть хочу подчеркнуть, что Волжско-Уральский штат это, во-первых, либеральный и наднациональный штат предполагался. То есть в нем не предполагалось изначально, что ни одна нация, ни одна религия не будет превалировать на нем. А вот Идель-Урал, который формировали уже в феврале-марте 2018 года, он уже был однонациональный, то есть преимущественно татарский, этно-одноконфессиональный, то есть преимущественно мусульманский. И это совершенно разные уже проекты. Почему в нашей исторической литературе не принято об этом разделять? Ну, это так исторически сложилось, потому что инициатором этого штата, татарам и чувашам, тоже потому что они тоже имели кое-какое отношение к этому первому проекту, значительное, в советское время было невыгодно вспоминать вообще об этих вещах, потому что они были однозначно буржуазно-националистические. Да? В советской литературе, если поднять, то там можно найти одну строчку, что татарские и чувашские буржуазные силы пытались провозгласить свою буржуазную республику, но им советская власть не дала. Все, дальше без комментариев. В других республиках там примерно такая же ситуация была. Но больше всех, конечно, в Башкирии по этому поводу исследовали. В современное время тоже эта тема стала не очень удобна. Татары очень, им, конечно, импонирует вот этот штат Идель-Урал, потому что она, по сути, предтеча современного Татарстана. Потому что по своей структуре, по своему содержанию она соответствует вполне современному Татарстану, вот именно как раз вот наших 90-х годов, который уже образовался. То есть, и там есть большая преемственность. А вот с Волжско-Уральским штатом, который был в ноябре-декабре 2017 года, они его, как бы сказать, они, конечно, его считают, признают своим, что он им нравится, но как бы сказать, аккуратно обходит те моменты, где идет о том, что там не было превалирования мусульман и татар. То есть, что это была равная республика, штат для всех,
Вот я тоже заглавие написал, насколько он был чувашским. По сути, Волжско-Уральский штат, он был в том числе и чувашский. То есть он был, это штат, Волжско-Уральский, должен был штат всех народов, которые его населяют. А Эдель-Урал, то есть там, конечно, тоже всех народов, там никого геноцидом не собирались истреблять, но изначально было уже преимущество. Ну, как вот сейчас в современной системе. Для чувашей, для нашей современной историографии, тоже не было принято об этом тоже хорошо исследовать, говорить, потому что по одной причине, потому что чувашские деятели в первую очередь стояли за проекты культурной автономии. Вообще у нас в 90-е годы, я уже об этом неоднократно говорил, был тоже своеобразный идеологический перегиб, тоже в сторону создания вот этого территориального суверенитета, государственности, и поэтому, конечно, поддерживались именно разговоры о том, что вы пытались уже в 2018 году якобы там территориальную уже автономию хотели чувашскую создать, но они немножко были, конечно, сильно натянуты, и в нашей литературе тоже как бы этот вопрос обходит. Ну, прежде чем тоже, у меня по плану было, если вы видели, у меня уже свой примерный план составил, там я хочу проанализировать немножко, чтобы на конкретных примерах показать, как у нашей в чувашской литературе этот вопрос освещается. Ну, чтобы этот вопрос до конца закрыть, скажу следующее. Вот у марийцев изначально, ну, чтобы как другие народы относились, они изначально относились негативно и к первому, и второму проекту. Потому что они всегда были сторонниками создания своей марийской территориальной автономии. Действительно, они 17 года уже были. То есть чуваши стояли за культурную автономию, потому что это, считаю, по тем временам давал гораздо больше преимуществ. Да? А для марийцев больше преимуществ давал территориальная автономия. И это была, кстати, одна из причин, почему чувашские марийские деятели в 17 году уже разошлись. То есть они на съезде мелкого народа Поволжья в мае 17 года они уже разошлись. То есть они уже вместе не контачили практически. И, естественно, создание такого Волжско-Уральского штата, конечно, в их планы особо не входило, потому что они оказались бы сразу зависимым положением. А с мусульманским штатом Эдель-Урал тоже были, конечно, негативно настроены, потому что он фактически разорвал марийцев. То есть на марийцев Казанской губернии, которые остались, и в Уфимской губернии, то есть и Пермской, то есть они их разрывали фактически, там тоже они выступали. Поэтому им эти штаты были проекты неинтересные. Вот кто более-менее спокойно к этому относился, башкиры, наверное. Потому что, ну, это не их там, как же, территория, наверное. У них были свои больные точки отношения с советской властью, с татарскими идеологами. Как раз они либералов очень не любили, вот этих татарских, потому что они хотели их татаризировать. И поэтому они об этом спокойно писали. И вот эти большинство, вот я сегодня принес материала, архивного материала, они взяты из башкирского сборника. То есть даже сейчас вот это более-менее спокойно, объективно оценивают, по крайней мере, выставляют документы, это именно башкиры. Татары, конечно, сейчас тоже много поэтому уделяют внимание, но они очень много вопросов обходят. Вот посмотришь их работы, то есть где анализируют они лидеров тех времен, и Максуди, и Гаяза Исхакова, и Султана Галиева, и Вахитова, они все хорошие. А то, что у них разные политические взгляды и друг другу противостояли, они даже об этом стараются не упоминать. Просто то есть у них такая методология. Вот. А русским, как же русской науке, это, честно говоря, вопрос тоже мало интересен. Поэтому как-то вот так вот вопрос он повис, он мало кому интересен, там как же актуальность такой большой не имеет, но тем не менее очень важно в нем разобраться, потому что именно в нем заложен ответ, зачин, что же у нас вообще, как у нас сплачивало. Потому что вот эти отдельные республики, отдельная автономия, это мы понятно, нам это уже, мы это хорошо знаем. А вот что это был проект совместный, как-то у нас вот так. А тем не менее, в течение всего 20 века у нас все равно была тяга. И сейчас создание этого Поволжского федерального округа, она тоже говорит о том, что все-таки есть тяга, то, что создать большой экономически развитую, там, какую-то большую единицу административную в отношении всей России. Вот. Поэтому немножко, в дальнейшем увидите, да, в чем эта разница, когда буду вот либеральный проект характеризовать, и когда будет в контрасте с ним уже социалистический проект мусульманский. Вот. Следующий пункт у меня, который хотел осветить, как наша историческая литература участие чувашского народа в этом вопросе освещает. Потому что меня часто, к сожалению, упрекают, что я тут альтернативные вещи рассказываю, поэтому немножко по историографии некоторые моменты укажу. Как я говорил, работал в архиве, и на эту тему
попал уже знание материалов, архивных материалов. Поэтому, то есть с нашей исторической литературой я уже обратился к ней, когда был хорошо знаком с архивными документами. Так получилось. То есть обычно наоборот идет, а я вот так пришел к этому вопросу. И когда вот много лет тому назад решил посмотреть, а что же в нашей литературе пишут по этому поводу. Потому что я когда читал протокол военного съезда, там настолько большие интересные, как раз, ну дайте посмотрю, что же у нас там пишут. Взял книгу вот как раз «История Чувашии», может, многие знают. Книга, кстати, действительно хорошая, толковая, четко написана, это хорошо. Но здесь я все-таки рассмотрю некоторые моменты, которые надо все-таки тоже обозначить. Вот, говорят, то, что Волжско-Уральский штат, вопрос обсуждался на военном съезде. Это страница 50-я. Арсений Васильевич Зоркин писал. Эта книга была издана в 1999 году. Что он пишет? Он пишет о том, что на съезде появился вопрос, а где быть чувашам, когда образуется штат? Делегаты военного съезда предложили выяснить возможность войти чувашам в это автономное образование. В спешном порядке, говорит, рассматриваются различные варианты, 3 варианта рассматривались. И вот он к какому выводу приходит. Что в ходе согласования подобного проекта выяснилось, что мусульманские инициаторы и организаторы предполагаемые административные единицы не готовы идти навстречу предложению Чувашского военного съезда. В таком случае в будущем объединению поволжских наций народом-гегемоном становились бы татары, а чуваши оказались бы в подчиненном положении. Съезд, вот самое, что меня там как же поразило, он пишет, съезд не согласился разрешить национальный вопрос таким образом. Хотя в протоколах военного съезда этот вопрос дважды обсуждался, и абсолютным большинством, абсолютно там при 4 воздержавшихся, приняли о том, 42 человека было за, ну, более 40. 4 воздержались за вхождение в этот штат. Явно противоречие. Да? Я понимаю, конечно, старания, там, что, не знаю почему, ну, я не буду сейчас анализировать причины, почему так получилось. Но вообще, анализируя этот военный съезд, я тогда поразился, то, что нелестные оценки. Я вот однажды говорил уже насчет того, что меня больше всего расстроило и подтолкнуло дальнейшим исследованием и написанием этих работ. Такая фраза. То, что съезд и военный совет чувашский оказался неработоспособным, потому что в него попали люди с очень разными политическими взглядами и ограниченным крестьянским мировоззрением, не способными мыслить в общечувашском масштабе. Вот такая, честно говоря, как похоронный диагноз, я решил, что надо писать, вот у меня некоторые работы есть. Другие работы, если взять, вот тоже в 2002 году вышла книга того же Арсения Васильевича Зоркина, где он здесь уже немножко по-другому пишет. Доклад вызвал на съезде живейший интерес. Поскольку Россия объявлена федеративной республикой, есть смысл иметь в будущем отдельный чувашский территориальный штат. Предложение поддержали 42 делегата съезда при 2 против и 2 воздержавшихся. Ну, там 4 на самом деле было. Однако в данный момент желательно войти в создаваемый мусульманами штат. Единогласное согласие делегатов получили, ну то, что он говорит, пишет, что нам бы желательно чувашский территориальный штат, но мы сейчас войдем в мусульманский штат. То есть, ну, честно говоря, здесь он немножко уже по чуть-чуть пытается трактовать уже вольно, ну, хотя там все четко было. Но есть и другая работа, которую я сегодня не принес, потому что где он про чувашские воинские подразделения пишет, тоже в 2002 году издано. Он там указывает, что обсуждались 2 различные резолюции о чувашском территориальном штабе и с мусульманами. Причем то, что там проголосовало абсолютное большинство за оба проекта, видно, не смущает. Но там постоянно пытается протолкнуть мысль, что был чувашский, что делегаты наши голосовали не за мусульманский штат, а за чувашский отдельно территориальный. Ну, мягко говоря, это вводит в заблуждение читателей, потому что там совершенно не так. То есть наоборот. Сначала подавляющее большинство высказались за создание, за вхождение в этот штат, Волжско-Уральский штат. Да? А потом, кстати говоря, когда обсуждали, а какого числа приняли решение, что 25 января нужно провозгласить, единогласно все проголосовали. То есть даже 4 воздержавшихся, они перешли на сторону того, что все-таки нужен штат. Именно этот Волжско-Уральский. Другая работа «Образование чувашской автономии», недавно вышла, это Клементий Владимир Николаевич там. Тоже он описывает вот эти 3 различных проекта, но что самое удивительное, он здесь не пишет вообще об этом голосовании. То есть, да, обсуждали 3 варианта и все. И дальше пошел.
я, честно говоря, считаю, просто уходит от этого принципиального вопроса в сторону. Да? И потом дальше еще, почему я хотел сейчас еще книгу на что обратить внимание, почему он не получился. Вот. Кстати говоря, он здесь принципиально еще путает, еще в других местах у Изоркина такого не было. То, что он говорит, что Волжско-Уральский, Средневолжский, это то же самое, что Волжско-Уральская Советская Республика. Это не то, это совершенно разные вещи. Волжско-Уральская Советская Республика — это был проект казанских большевиков, Казанского совета. Да, там нет, татары его поддерживали, и наши чуваши поддерживали, но это принципиально, это не мусульманский проект, который шел как раз, это не штатовский проект. Вот пишут. Впрочем, дальнейшее развитие проекта Волжско-Уральской Советской Республики не получил. Не было проявлено достаточных усилий для его реализации, поскольку руководители Казанского совета, идет речь о губернском совете, и Казанского партийного комитета большевиков на деле были против немедленного введения областного или национального самоопределения какого-либо штата. Но это совершенно, конечно, не так, потому что Казанский совет как раз он выступал, он был против национальных штатов, но он выступал за областное объединение, тоже национальное. И причем, что самое важное, то, что чувашские вот эти делегаты военного съезда, большинство, и потом дальнейшие лидеры поддержали именно, они с Казанским советом, у них были очень хорошие отношения. То есть чуваши поддержали проект Казанского совета, то есть создание вот этой Волжско-Уральской Советской Республики или областной автономии, как-то называлось. Почему он так написал? Потому что, наверное, в первую очередь, у татаров принято, как же это самое, выступать, обижаться на этот Казанский губернский совет, потому что действительно Эдель-Урал Казанский губернский совет подавил, причем вооруженным путем. Да? Они, да, у них обиды есть на этот Казанский совет, но у чувашей совершенно не так. То есть это принципиальное отличие, именно то, что чуваши как раз с Казанским губернским советом имели очень хорошие отношения между собой, и дальнейшее, и в течение первой половины 18 года они друг другу помогали и во всем содействовали. Ну вот такие моменты сейчас я, конечно, просто заострил, потому что сейчас я уже больше перейду уже на фактический материал, то, что уже у нас добыто, и в подтверждение моих слов. Вот. Теперь, что за проекты? Что за это проекты Волжско-Уральской республики? Ну, сначала надо вообще вспомнить, что происходило в 17 году в России. После февральской революции началось самоопределение. Да? У нас не только национальное, но и территориальных различных регионов. И уже пока был период между февральской и октябрьской революцией, то есть вот этот период временного правительства, вопрос был официально как бы заморожен. О том, что до учредительного собрания, будет учредительное собрание, уже она окончательно примет решение о том, что будет у нас федеративная страна или унитарная страна, какая будет, кто там получит независимость, кто автономию, кто чего. То есть будет приниматься всенародно, всей страной. То есть в период февраля по октябрь 2017 года этот вопрос у нас как бы официально он был как бы не обсуждался. Но некоторые регионы, конечно, начали уже готовиться к своему суверенитету, своей автономии. Это Украина, Польша. Ну, Польша она была уже занята уже немцами, Финляндия, это Башкортостан, то есть они начали готовиться к своей территориальной автономии. Вот марийцы там тоже в числе за это выступали. Но часть народов выступала, поволжских, на то, чтобы в России не надо разделять на областные, на всевозможные проекты, на федеративные единицы. Это была часть казанских татар и чувашей. Чуваши, если вы знакомы с нашей литературой исторической, об этом у нас в принципе пишут, в течение 17 года принципиально всегда выступали за унитарную Россию в начале, то есть летом, в мае 17 года и летом 17 года за унитарную. Почему? Потому что хотели реализовать культурную автономию, а для культурной автономии все эти федеративные границы большая проблема. Да и вообще не нужно все это. А части вот этих татарских либералов, у них было мощно развито вот это либеральное направление, буржуазное направление. А либералам по определению вообще не нужны никакие границы. Ни татарские, ни чувашские, ни российские, ни европейские. Потому что либералы, они стоят на том, что не надо создавать государственную структуру. Государство вообще мешает развивать инициативу, подавляет. Надо развивать органы местного самоуправления.
и сделать таким образом, чтобы это местный орган самоуправления могли вести диалог уже с другими обществами. Да? То есть надо создать такие вот советы, вот татары называли милли-меджилисами, национальное собрание, то есть которые бы выражали бы интересы и конкретной местности, они бы объединялись, и уже не принципиально это важно. Откуда у них такая эта идея была? Причем идея у них там, у татар было всегда в этом отношении сложно. У чувашей было более-менее все это однозначно, потому что этнически все похожи, по религии все похожи, по политическим взглядам все похожи, а у татар было большое разногласие. Ильяс Алкин в 2018 году в своей статье писал, что он порядка 10 направлений только основных выделил политических моментов, как решали татары. Вот некоторые назову, там было 3 основных направления. Это пан-исламисты, пан-тюркисты и пан-татаристы. То есть пан-исламисты это еще идеологическое направление. Исмаил Гаспринский, его крымский татарин, еще в конце 19 века выразил о том, что все российские мусульмане должны объединиться в единую общину, в единую нацию. Да? Вот как вообще тоже во второй половине 19 века стоял вопрос о том, что создать единую славянскую нацию из балканских, из русских народов, там вот балканские идеологическая основа для балканских какая была, потому что то есть все православные христиане создают вот эту славянскую нацию. Там, да? И Гаспринский создал такое то, что все мусульмане должны создать свою нацию. И они должны самоуправляться. То есть, и причем неважно, это казанский, крымский, среднеазиатский, турецкий. Очень было сильное влияние Турции. Почему, кстати говоря, царское правительство подавляло эту идею? Потому что как раз вот, очень много там было влияния турецкого. Потому что таким вот объединением, чтобы наши российские мусульмане объединились с турецкими, конечно, это их, конечно, очень сильно смущало. Схожее, интересно, другое направление было пантюркисты. Тюркисты это то есть, как бы сторонники объединения всех тюркских этносов. Да? Причем без принципиального, для них не принципиально была религия. То есть для них чуваши нормально, это тюрки. То есть они даже вопрос стояли даже не в плане религиозном, они стали даже в расовом. Это у них Акчурин, по-моему, да, этот самый был идеолог. О том, что все тюркские народы, они, как вот есть славянская раса, германская раса, вот есть тюркская раса. Да? И причем они хотели устроить, это как же объединить его под эгидой Турции, чтобы вот эти все районы с тюркским населением Турция взяла под свой протекторат, под свою защиту. То есть они будут территориально российские, но они там будут защищать интересы Турции. Царское правительство, естественно, быстро среагировало, подобное настроение она быстро пресекла и фактически дала толчок для развития другого направления, татаризма. Да? То есть, пускай российские вот эти тюрки, мусульмане объединяются, и они создают свою татарскую нацию. Хотя они, может быть, сами по себе себя по-другому называли. Ну, знаете, наверное, все знакомы с этим вопросом, многие из вас. О том, что вот это название татары, оно недавно, только в 20 веке окончательно закрепилось. А раньше их называли, вообще в российской традиции их называли мусульманами. То есть там они не смотрели там, да. А сами себя называли там другими названиями. Это межеры, еще там какие-то там крашены, другие там это различные народы. Крымчане. Да, то есть у них было свое, они себя татарами так и не называли. И вот такое татарское направление было там то, что объединить всех татар. Причем все, которые исповедуют одну религию. И они шли такой, чтобы это всех уравнять с этим названием. Причем у них вполне это успешно получилось, потому что это, сейчас у нас другие названия, у нас и сибирские, и астраханские, и крымские, пожалуйста, вот они все сейчас себя татарами вполне называют. Но вот такая же участь, наверное, была бы и у башкир, их бы тоже постепенно татаризировали, стали бы, что они считаться татарами. Но события гражданской войны их разделили, что там как же это у них не удалось. То есть уже подобное настроение, 3 таких мощных, и они причем все разные, и каждый по-своему одеяло на себя тянет. Дальше, потом следующее, политические разногласия. Гаспринский, он сам был идеолог того, чтобы он был либералом, и он был буржуазным. То есть он как говорил, что наша мусульманская нация для того, чтобы развиться, она должна, единственный способ, нам не надо с русскими, нам с русскими хорошо живется. То есть он всегда был противником, чтобы с русским воевать.
То есть нам хорошо все живется, но нам нужно создать условия мусульманам, чтобы была возможность развивать свои традиции. И в первую очередь единственный путь говорил, что это буржуазный путь. То есть создание это крупного капитала, создание заводов. И причем вот эта татарская буржуазия, азербайджанская, в частности, они на нефти же очень богатые же были сами себе, реально же. Помните, как это тоже кавказские татары, они же азербайджанцы назывались, да? Они реально помогали. То есть потом уже в 17-18 году, то есть вот эти, они спонсировали вот национальное движение. То есть и не только у себя в Азербайджане, но и в Крыму, и в Казани. В Казани купили они специальный дворец для проведения съездов татарских. Дальше, следующее направление. Вот либералы, они на что говорили? Нам не надо создавать государственные единицы, структуры. Нам нужно создать либеральные условия внизу, местное самоуправление сильно развито. То есть, чтобы у нас, которые уже существующие меджлисы, укрепить в политическом значении. Чтобы у них было и политическое там тоже немножко, чтобы они могли выставлять, чтобы при защите своих национальных и религиозных интересов они могли уже политическими методами отставить свои права. Вот они ИТИФАК создали, общественно-политическое движение, это в 2006 году. Как раз для того, чтобы они не ставили задачу создать свою там Татарстан, Крымскую или что-то, или от всех объединить, от всех отделиться. Им границы вообще не нужны были, по сути. Им просто нужно было во всех местах, где проживает мусульманское население, создать вот эти самые свои представительные органы, которые бы защищали бы интересы вот в этой местности и могли бы вести дальше диалог. Вот какие основные идеи были. И вообще изначально 17 год не буду сейчас рассматривать все особенности мусульманского движения в 17 году, потому что у них было два больших съезда всероссийских мусульманских. Первый принял за создание о том, чтобы надо создавать все-таки федеративную, отдельно свои территориальные единицы, но это было, скорее всего, случайно и под влиянием азербайджанцев, те же самые же крымских татар, казанские татары, либералы, они против сопротивлялись, но их там дискредитировали сознательно для того, чтобы их подорвали авторитет, в частности, лидера вот этих татарских либералов Садри Максуди изначально специально внесли там ложные о нем сведения, чтобы дискредитировать его общенациональный авторитет, о том, что якобы он, как член партии кадетов, поддержал резолюцию кадетов о том, что в 2017 году необходимо захватить эти Черноморские проливы. То есть, хотя на самом деле он выступил против, потом доказали, что он был против. И второй съезд принял о том, что уже проходил, там собрались казанские либералы, и они в основном уже пробили на то, чтобы в стране не надо никаких федеративных разделений, что надо создавать культурную национальную автономию для всех мусульман. Создали они Мили-Шуро, национальные советы, которые бы вопрос решали, создавать национальные Меджилисы, национальное собрание в ноябре. Но в ходе конфликтов с этими сторонниками территориальной автономии они пришли к такому интересному выводу о том, что можно совместить все это. И вот они осенью 2017 года выдвинули идею штата Идель-Урал. То есть она, по сути, устраивала обе вот эти крайние точки зрения. И культурная автономия, и территориальная автономия. То есть они говорили, что мы создадим вот этот Идель-Урал, у нас будет и на этой территории самоуправление, но при этом Идель-Урал будет экстерриториально связан с другими мусульманами всей России и Турции в том числе. То есть она будет в себе сочетать и территориальные аспекты, то есть преимущества, и экстерриториальные. Для примера, Соединенные Штаты, сейчас есть страна Соединенных Штатов, но они при этом своих граждан защищают же там, да, по всему миру. Да, примерно так же. То есть, где бы там мусульмане бы не оказались бы там в других местах, они бы могли бы там создать там. Но сейчас американцы, например, через сеть американских посольств это делают. А там, то есть они в других местах создают свои меджилисы, и они будут там защищать эти интересы. Поэтому нужно, что важно понять, этот изначально этот Волжско-Уральский проект, штат, который, кстати, самое важное не сказал, почему я их разделяю. Потому что как раз я их разделил, потому что Волжско-Уральский это как раз наднациональный, поэтому и даже название Волжско-Уральский по-русски. А Идель-Урал, как раз когда татары начали уже в русской
Если они сами по себе называли Идель Урал, ради бога, это, но когда они в русские тексты стали писать Идель, то есть это значит уже, это маркер определенный, это же значит уже мусульманский, это национальный проект уже там, да, это как же с преобладанием одной нации. Поэтому они создавали сначала Волжско-Уральский штат. Что он из себя представлял? Уже вкратце я вам описал, что он как бы сочетал и территориальные принципы, и экстерриториальные. В ноябре было собрано съезд мусульман в городе Уфа. Почему Уфа? Потому что это была столица мусульман, российских мусульман, Оренбургское духовное правление, Оренбургское магометанское духовное собрание, точнее. Оно находилось в Уфе, то есть Уфа как бы считался центром традиционно российских мусульман. И они приняли решение о создании вот этого Милли Меджлиса, национального собрания мусульман внутренней России и Сибири, как они называли. То есть это речь шла уже о наших-поволжских и уральских там, как же, территориях. И выдвинули... У нас ошибочно часто называют, и не совсем верно называют, говорят о том, что вот этот Милли Меджлис должен был стать управляющим органом штата. Нет, он должен быть частью стать вот этого органа управляющего. То есть он был представлять мусульман, да? А чувашей, русских, украинцев, так сказать, проживал. То есть они создают свои части, свои управления. Наш аналог это не Милли Меджлис, это Чувашское национальное общество, да, которое создавалось. Вот это самое. То есть у нас вот это ЧНО наше знаменитое, оно должно было стать как раз вот таким же экстерриториальным органом, который управлял бы всеми, там, как же, всеми такими делами. Вот. Это было то, что вот хотели. Чувашское движение. В двух словах немножко надо сказать, потому что, как я сказал, что весной и летом 2017 года чувашские выступали за культурную автономию, за унитарную Россию. То есть им не нужно было. И вот сейчас я статью тоже подготовил по этому поводу, сейчас вот в октябре будет на конференции выступать. У нас ошибочно там в различных литературе там о том, что сочетать надо культурно-территориальную автономию, это Алюнов выдвинул эту идею. Это не так, это Алюнов наоборот был сторонником унитарной России. Он не хотел, даже полякам отказывал в территориальной автономии. Всем культурную автономию, все. Унитарную Россию и культурную автономию, все. То есть это его позиция была. Если внимательно почитать протоколы вот этого съезда мелких народов Поволжья в Казани в мае 2017 года, то там Алюнов, Николаев, там, они все горячие сторонники унитарной России, без никаких национальных... А зачем им нужно все это? Им вот сейчас татары отделятся, башкиры отделятся, а потом как мы будем уфимским чувашам объединять? Потому что башкиры там захватят свою власть. Как мы будем уфимских в Стерлитамакском уезде большое количество чувашей? Как мы будем с ними общие связи налаживать, если там башкирская власть будет? Поэтому они были принципиальными противниками. А вот эту формулу, то, что культурную народом, территориальную политическую автономию для развитых государств, это типа Польша, Украина, Финляндия, то есть о них речь шла. То есть эту идею выдвинул Иван Васильев. То есть вот как раз поправляю, потому что основная часть наших идеологов стояли за культурную автономию. Но потом в таких вот условиях чуваши понимали, что надо уже варьировать. И, ну, в принципе, их вот как же, вот этих чувашских основных деятелей, того же самого Алюнова, Васильева, Юмана и всех остальных, там, которые в тех времен были, вполне устраивал вот это тоже эта идея проекта Волжско-Уральского штата. Почему? Потому что она, по сути, ну, конечно, да, вот создать культурную автономию во всей России и сделать культурную автономию в Волжско-Уральском штате, это, в принципе, одно и то же, по сути. Потому что он там как бы всех чувашей туда включает уже, да, если Волжско-Уральский штат. И поэтому почему бы нет? То есть если мы создадим свое место самоуправления, то все вопросы решим, то есть не проблема. И фиксируются переговоры в ноябре-декабре. Чувашские деятели в Казани встречаются с лидером Милли Меджлиса, коллегией по учреждению штата, Волжско-Уральского штата.
вели переговоры, сейчас я о них буду говорить с использованием этого уже архивного материала. Вот еще просто, почему еще хотел сказать, что их не особо смущало. Кстати говоря, идеологов вообще татарского вот этого штата Идель-Юрал, и вот у нас обычно часто говорят, почему не состоялся Волжско-Уральский штат, потому что начали там что-то делить, и оказалось, что мусульман не так уж и много. И поэтому они испугались процентных соотношений. Наверное, слышали, да? То есть, если литературу по этому поводу читали, почему, говорит, отказались одни? Это в Википедии написано, говорит, мусульманское население маловато получается, что-то не получится, и поэтому все это, у них так все это, поэтому они на сепаратистские проекты перешли. Либералы, им процентное соотношение мусульман вообще не принципиально важно было. Идеологов, вот это, одного из идеологов Идель-Урала, он Гаяс Исхаки, знаменитый у нас, он, как раз его книга там Идель-Урал, считается как один из источников, конечно, к нему очень надо критически относиться, потому что он сам тоже очень идеологизированный. Так он выступал о том, что говорил, нам вообще не важно, не принципиально важно вот это мусульманское соотношение. Нам главное создать местный орган самоуправления. А так он даже хотел Самарскую и Астраханскую губернию туда включить в состав Волжско-Уральского штата. То есть вот так вот. И насчет того, что чей это штат будет, для кого-то, конечно, было важным. Будет он татарским, башкирским, чувашским, марийским, русским и каким-то другим. Но вот те, которые создавали вот этот штат изначально в конце 17 года, они этот вопрос не заморачивались. То есть для них это было не принципиально. И для чувашей это было не принципиально. Что такое, какое процентное соотношение, потому что он был общий. То есть все будут народы равны. Я потом зачитаю по этому поводу. Вот почему я сейчас на это акцентирую внимание, потому что по количеству народу не стоит вообще определять этническую принадлежность. Вот, например, вот интересный такой стереотип. Вот мы знаем, Казанское ханство было в 14-16 веке. Оно чье было? У нас считается татарским, да? Но татар там было 20% населения. Черемисов 30%. 50% это не только это не наши цифры, это и сами татары об этом говорят, и в своей книге я в предыдущей об этом писал ссылкой, что 50% было чувашского населения в Казанском ханстве. Тогда, по сути, чье вообще это ханство? Кто главный? А могу опровергнуть запросто. Ну да. Ну, я могу с этим поспорить, например, тоже пример привести, например, Англии средневековой. Помните, там в 12 веке эти норманны завоевали, французская династия Плантагенетов установилась. В 12 веке короли где-то были, по-моему. Нет, раньше они были. Они с 12 века как же установили и до конца 15 века, что они там существовали, династия Плантагенетов. Король Ричард Львиное Сердце, он был из французской династии. Он, помните, по-английски разговаривать не умел почти. Они французы были. Но при этом же никто же не говорит, что это было французское государство. Вот эти противостояния Робин Гуда там, с этими английскими, вот этими с баронами, которыми они выступали против этого Иоанна Безземельного короля, он из династии Плантагенетов был. Там фактически шла война же, там, да, вот получается французская династия и английских вот этих баронов. Но мы же не говорим о том, что это французское все-таки было государство. И они же победили же, там все-таки династия была, то есть и вся основная элита была французская. Но, то есть я не призываю, что считать Казанское ханство, конечно, нашим чувашским, естественно, но к тому, что просто говорю, что здесь не все так однозначно. Вот. И поэтому вот я почему на это подчеркнул внимание, потому что вот этот штат, Волжско-Уральский штат, то есть по сути, если он как же, он не такой уж и татарский получается. Пускай, да, они были инициаторами, но как наши там показали себя очень даже и неплохо. Теперь непосредственно документам, потому что это были у меня общие рассуждения. Вот, итак, 20 ноября 2017 года было собрано национальное собрание мусульман внутренней России и Сибири. И 29 ноября они провозгласили такой как бы о внутреннем устройстве Урал-Волжского штата и отношении его к другим штатам Российской Федеративной Республики. Зачитаю. Потому что интересно, потому что здесь сразу показывает, можно понять уже основной мотив, чего там хотели. И насколько все это потом отличалось от того, что потом было уже в феврале и марте 2018 года. 7 пунктов.
Первое. Принимая во внимание, что большинство членов тюрко-татарской нации населяют территорию между Южным Уралом и Средним течением Волги, и имея в виду национальные и экономические интересы как тюрко-татар, так и других народов, населяющих эту территорию, Национальное собрание мусульман внутренней России и Сибири признало необходимость образования штата. В состав этой автономной области должны войти, ну, вот перечисляю, там, вся Казанская губерния, да, Уфимская губерния, ну, там части, там, как же Самарская, Оренбургская, Уфимская и так далее. Перечислять не буду, это естественно. Урал-Волжский штат представляет по форме самоуправления демократическую республику вместе с другими штатами составит Российскую Федеративную Республику. То есть они изначально, даже либералы, никогда не ставили вопрос о выходе из состава. Вот финские поставили, а то, что нам нужно выйти. Да? У башкир, кстати говоря, там туда-сюда играли, а у татарских не было такого. Избранный на основе всеобщего, прямого, равного, тайного и пропорционального избирательного права, парламент Урало-Волжского штата должен быть единственным высшим законодательным органом во всех вопросах, касающихся штата и его внутренней жизни. Ну, за исключением общегосударственных, я не буду перечислять, там, почтовое, телеграфное дело, там, еще все такое прочее. Вот, шестое, важное для нас. В Урало-Волжском штате должно осуществляться полное равенство наций, языков и религий. Парламент в Волжско-Уральском штате не должен вмешиваться совершенно в национальные дела народа штата, представляя последним исключительно видению всероссийских национальных органов нации. Там же было принято еще положение о правах нации, языков и религии в Урало-Волжском штате. Там много всего, вот выборочно нет, зачитаю. 5 пункт гласит: каждая нация, имеющая органы самоуправления, признается юридическим лицом. Все органы национального самоуправления, как центральные, так и местные, признаются органами публично-правовыми. 7 пункт. Из средств штата, предназначенных на национальные нужды, все нации пользуются в одинаковой степени пропорционально своей численности. Вы представляете, да, что вот это огромная территория, причем очень экономически богатая. Наша Чувашия, она бедная, да, но остальная часть, она богатая. То есть, если, ну, Чувашия, там, как правило, там где-то 25% там предполагалось по всем проектам, то четверть бюджета — это не маленькие деньги. 19 пункт. Вот у нас это Хавал, он любитель языков, вот будет интересно. В средних учебных заведениях всех национальностей, кроме родного языка, учащиеся должны быть обязательно изучение еще одного из языков: татарского, русского, чувашского или черемисского. Как в Швейцарии получается, да? Да, то есть все, как учатся, там неважно, там башкирин учится, он должен выбрать один еще язык из них, там татарский, русский, чувашский или марийский. 20 пункт. Ну, кому как, это просто смотря что. Ну, потом сейчас, в дальнейшем, потом можно понять будет, почему так это было построено, потому что там есть пояснительное, рассказывает. 20 пункт. Для лиц, окончивших высшее учебное заведение штата, обязательно знание двух языков: татарского, русского, чувашского или черемисского. То есть, кто заканчивает высшее учебное заведение в штате, то есть 2 языка обязательно должен знать. Ну, фактически свой родной и еще какой-то из них. То есть он для того, чтобы мог он уже, по крайней мере, ну, в какой местности будет он работать, то, по крайней мере, это ему пригодится. Так, ну, коллегия была создана по учреждению тогда же, чтобы по учреждению осуществления Волжско-Уральского штата. Переговоры, вот с нашим Красновым встречались. Я в прошлый раз про него рассказывал уже, там, да, что с ним переговоры там были. И он указывает о том, что с Петровым Тенихпи, священником, то есть Алюнов, Васильев, они как раз занимались непосредственно объединительным процессом. Они собирали объединенные собрания различных партий, наших чувашских там движений, пытались их там всех вместе объединить. Вот сразу же, пока хронологически подошел к декабрю, сразу скажу, что этот штат, по сути, кто не дал реализовать, это башкиры, потому что им не понравилась вся эта идея. Вот они уже тогда начали выступать за то, чтобы... Они какую позицию заняли? Хорошо, то есть создавайте свой... значительная часть башкирских социалистов, они были вообще против подобных штатов, они татар не любили там, да. Но те, которые были готовы на сотрудничество, они оставляли такой проект. Пускай Волжско-Уральский штат создается, но Уфимская губерния и вся территория башкир, они создают как бы свою отдельную Башкортостан. Они предлагали разбить на 2 части: на территориальную автономию Башкортостан и областную автономию. То есть они вот так ставили вопрос. То есть, а вот территория Казанской, делайте, что хотите, как равенство свое устраивайте, но вот на нашей территории должно быть по-башкирски.
Ну, потому что это исторические земли, говорит, они башкир, это которые у нас русские отобрали в свое время, там, как же, незаконным путями, обманом, там, как же, подкупом, насилием. И поэтому мы имеем на это историческое право. То есть и такая позиция была. То есть уже эта идея вот этого демократического такого штата начала сам по себе уже трещать. Вот, мне очень нравится как раз здесь очень хорошее пояснение. Это по сути, он разъясняет. Это статья напечатана 18 декабря 1917 года. Безин-Юл, газета мусульманская, в городе Уфа выпускалась. И в нем опубликован доклад Гилемджина Шарафа. Гилемджин Шараф, он руководил коллегией по учреждению Волжско-Уральского штата, он как раз занимался непосредственно всеми этими вопросами, кто, как, чего там будет. И вот он говорит о том, что он где-то выступал, не написано, где он выступал. Но судя по тому, что примеры, которые приводит он там, они связаны татарские и чувашские, то, скорее всего, это идет та же самая встреча, о которой у нас Краснов рассказывает, о том, что встречались, когда наши лидеры ЧНО, там Васильев, Алинов, все остальные, там, как же это сам, они в редакции газеты «Хэпар» встречались. Так что у меня предположение, что это он выступал с этим докладом как раз в редакции газеты «Хэпар», это в Казани. Начало не буду читать. Вот, и он рассказывает, вопрос о внутреннем устройстве будущего штата всесторонне не разработан. Это середина декабря 2017 года. Но общая схема, представленная в докладе, это произвела на слушателей большое впечатление. Галимджан Эфенди предлагает два проекта по определению границ будущего штата. Первый. Количество населения в штате больше по сравнению со следующим проектом, и соотношение национальности в штате примерно равное. Вот я сам написал, то есть потом это обсуждалось, то есть равное соотношение. То есть тюрко-татар, мусульман около 30%, русских около 30%, и всех остальных инородцев тоже как раз не русского происхождения, христиан. Это чуваши, мари, мордва и все остальные, там тоже около порядка 30. Нам как раз чувашские деятели, они были вот как раз именно за этот проект. И что важно, докладчик, написано здесь, защищает этот проект и считает, что считает, что первый проект, исходя из него, разъясняет внутреннее устройство штата. То есть ему больше импонировал именно этот проект. Второй проект, вот здесь уже тоже важно обозначить, потому что потом для дальнейшего развития понять не было. Второй проект. Здесь в основу штата кладется областной принцип, но предусматривается включить гораздо меньше великорусов по сравнению с тюрко-татарским населением. То есть, чтобы не было вот этого преимущество русского населения, то есть они вот такой уже начали в этот вариант готовить. Сбегая вперед, я могу сказать, что потом как раз уже в начале 2018 года они на него переключились, а когда чуваши стали выдвигать свои требования, то они и исключая чувашских, марийских. То есть они, вот этот Эдель Урал, он будет такой. То есть он берет корни вот как раз от этого проекта. То есть уже не которые... чтобы не было такого равного соотношения. Последующие номера газеты будут специальные статьи, говорят там на то, что вот они говорят, вот он первый проект, вся Казанская, я уже обозначал территориальные рамки. И вот он что пишет: организация штата. Дела штата, понятно, тут я не буду зачитывать какие-то телефон, милиция, военное дело, там это другой вопрос. Организация штата, вот важно. В штате будут два типа учреждений. Сразу не пишут, но то есть одни решающие социально-экономические вопросы, а другой решающие национальные культурные вопросы. Первый. Общие учреждения, не относящиеся к отдельной нации, как-то земства, городские управы. Кстати, что интересно, декабрь месяц 2017 года. Про советы здесь не пишут ничего, да? Да, помните, это было противостояние между земствами и советами. То есть они советы игнорировали. Если это сейчас не национальный вопрос. Вот он как пишет: если количество какой-либо национальности, приобщенных к этому учреждениям, достигает определенной доли, например, 25%, то язык этой национальности признается полноправным. Знание этого языка должностными лицами, привлекаемыми для работы в указанных учреждениях, обязательно. В отношении этих общих учреждений не обязательно, чтобы какой-либо язык в штате являлся официально господствующим языком. Дела решаются в зависимости от достижений той или иной национальностью определенного процента в данной местности. Например, в Ядринском уезде чуваш составляет больше 90%. Значит, официальный язык общих учреждений этого уезда будет чувашский. То есть они в этом штате, что все эти уезды,
каждом уезде может быть свой язык. Если евреев там наберется 90%, то будет еврейский. Нет, я пример просто говорю. В Биробиджане потом создали же пример. Да? То есть в Марийском уезде там будет марийский, в Мордовском мордовский. Да? Русский там в основном, то русский будет. То есть официальный язык. Если, вот дальше, чтобы Шараф выступает. Если возьмем Буинский уезд Симбирской губернии, кстати говоря, почему Буинский он, наверное, взял? Он сам потому что родом с Буинского уезда, а там чуваши и татар поровну, поэтому, наверное, Шараф, наверное, близок был к этим проектам, к этим, как же, если возьмем Буинский уезд Симбирской губернии, то здесь татары и чуваши составляют по 40%, остальные национальности около 20%. Иначе в Буинском уезде официальными языками будут татарский и чувашский. В большинстве остальных уездов официальными языками будут татарские и русские языки. Чтобы должностные лица знали языки национальности, живущие в штате, в средних школах является обязательным преподавание тех языков, которые считаются официальным языком в данном районе. Так. Второй вид учреждений. Национальные учреждения. Каждая национальность, чтобы создать удобство для себя, разделить территорию штата на национальные губернии. Будут созданы губернские национальные учреждения, и национальные культурные дела каждой национальности должны быть в руках этих учреждений. То есть экономические вопросы отдельно, там как же создаются в каждой губернии там, своя, как бы, своего рода собрание. Общие учреждения штата не должны вмешиваться в дела национальных учреждений. Деньги, собранные на нужды просвещения, расходуются каждой национальностью по собственному усмотрению. Размер налогов, взимаемых на просветительские мероприятия, будут определяться собственными культурно-национальными органами каждой нации с условием, что они будут соответствовать нормам, установленным Центральным парламентом штата. Сбор этих налогов, исполнение распоряжений, ну и так далее. Штат будет принадлежать не одной национальности, а вообще всем нациям, живущим в штате. Это разъясняет непосредственный, кто занимался. Не будет официально господствующей национальности, все национальности будут равноправны. Штат строится не на национальной, а на интернациональной основе. Вот это то, что это отличает, вот еще раз говорю, Волжско-Уральский штат от этого Дель-Урала. Поэтому, если в штате будут предусматриваться верховенство какой-либо нации, то тут же откроется поле для взаимной борьбы между национальностями штата. Вместо культурного подъема силы национальности будут растрачены на борьбу с ними. Межнациональные трения и конфликты в России, Австрии, Турции являются живым тому подтверждением. Вот такая статья. Ну, как я дальше потом говорил, что башкиры выступали. Тоже интересно. У них там очень драматично все это развивалось. 5 января 2018 года у них в Уфе состоялась встреча меджлиса и башкирских представителей. Встреча происходила очень бурно, со взаимными упреками. Башкиры требовали, чтобы хозяином положения является мусульманское большинство населения, и тюркский являлся бы официальным языком и прочее. Они требовали, чтобы как раз разделить на два штата: Башкортостан на национально-территориальной основе с мусульманским большинством или при официальном языке татар, и второй штат в рамках Казанской губернии, как областную автономию. Валидов, это лидер башкир, выступая с этим предложением, доказывает необходимость выселения из предела башкирской автономии всех немусульман. Предложение Валидова вызвало резкое возражение. Шараф, взяв слово, вне очереди обрушился на Валидова. Теперь, когда речь идет о равноправии нации, он говорит, такие слова могут произносить лишь люди, получившие урок у Дутова. На что Валидов вскакивает с места, но не сказав ни слова, садится. В теперешнее время свободы никак невозможно принять предложение Заки Эфенди. Мы желаем равноправия всех народов. То есть, посмотрите, я еще почему зачитал, потому что не только чуваши там боролись за равноправие. То есть были силы среди татар, которые боролись за это равноправие, которые солидарны. Дальше они присылают предложение чувашскому съезду. Кому было суждено решать вопрос о вхождении, чтобы чувашское население, это вот эти губернии, Казанская, губерния Симбирская, вошло в состав Волжско-Уральского штата, было принято решение на военном съезде. На первом всероссийском чувашском военном съезде в городе Казани в январе 2017 года вопрос решался. Потому что, почему именно на нем? Потому что других съездов, таких крупного такого, не было. Съезд специально его кооптировали еще другими представителями Чувашского национального общества, Союза учащихся, других учреждений. То есть он был поставлен решать общенациональные вопросы, не только военные и непосредственно Казанского округа. Но вот в связи с этим могу что сказать.
Вот когда там говорили там о том, что войдут какие территории в состав штата, вот сейчас я тут укажу, сейчас важную вещь скажу, которую я много раз говорил. Вот когда Шараф выступал в декабре, он говорит, что полностью вся Казанская губерния, Уфимская, дальше потом, так это вместе, и говорит о том, что из Симбирска должно войти Буинский уезд и Симбирский уезд. Это те самые уезды, о которых сейчас у нас только много все это как же так, с такой трагедией вспоминают, что они не вошли в состав у нас нынешней Чувашии. Потому что Буинский разделили, а Симбирский уезд, то есть вот как раз вот эта большая часть, вот это как раз рядом с Ульяновском, она туда не попала. Так. Ага. То есть изначально, вот, из Симбирска полностью Буинский уезд, угол Симбирского уезда, Курмышский уезд, то есть предполагали. Дальше, потом уже в конце января, вот эти Симбирский уезд убирается. Комментариев я не могу сказать, почему он был оттуда убран. Да? Но судя по тому, что Симбирская губерния, город Симбирск, на военный съезд никого по своих представителей не прислала. И когда послали делегатов специально в Симбирск, это вот у нас 3 недели съезд идет, съездил туда-сюда и приехал, сказал, что они отказываются приезжать на этот съезд и входить в Волжско-Уральский штат они отказываются. То есть они поставили такое условие, что мы туда не войдем. Поэтому их убрали. Потому что я почему на это обращаю внимание? Потому что вот на это разделение, вот эти линии, вот это Симбирский уезд и вот эта часть Буинского, там все остальное, у нас обычно говорит, это все сваливают на вину Ильменю, что это он их там всех разделил так. Ильмень там вообще духа еще не было. Он сидел в своем ядрине, советскую власть устанавливал. Он только приехал в марте 2018 года только на губернский съезд. То есть вот эта граница, она была уже проведена еще до появления Ильменя. И причем, еще раз подчеркиваю, ну хорошо говорят там, да, вот Ильмень там Верьял, все такое прочее. Но кто эту границу проводил, вообще кто занимался, Алюнов, вспомним, это Тетюшский уезд, да, это конечно, Казанская губерния, но не такой, что он Верьял там, да. А Юман, он сам Буинского уезда, которые все этим вопросом занимались, там, как же это сам. И они выражали какие-то казанские проекты, там, как же это защищали, то есть как казанские дела. Но они, вот, сам говорю, Юман, Гермоген, Титов, тоже они все уроженцы Симбирской губернии. То есть и они выражали именно в первую очередь как раз как казанские. Поэтому грешить, что это приехал там верховой чуваш и всех разделил, там, как же это не совсем справедливо. Потому что уже фактически граница была проведена еще как раз вот теми же самыми выходцами Симбирской губернии. А с чем связан отказ представителей Симбирска участвовать в этом мероприятии организованном по образованию Волго-Уральского штата? Ну, они потому что, наверное, я не могу точно досконально говорить, потому что у нас документов по этому поводу я не видел. Тяжело найти, потому что, скорее всего, это даже все это убирали, все это почищали, чтобы такое. Ну, скорее всего, потому что это можно строить предположение, потому что знаю, это контекст, текст событий, фактический материал, который связан, это, конечно, было противостояние, вот, которое говорил, казанский, симбирский, чувашей. Потому что симбирская позиция такая была, что... А вот они как раз были, им не нужны были, вот как раз, вот как, они как либералы, вот эти, им не нужны никакие федеративные границы. Они говорят, у нас есть симбирская чувашская школа, Иван Яковлев, там, да, вот просветитель, как писалось, там, как Афины будут свободу, там, как же культуру распространять по всему миру, где там чуваш культуру будет нести. То есть для них это границы, это мешали, а тем более там, ну, основную инициативу, потому что происходило в Казани и казанскими людьми симбирского происхождения, еще раз говорю. То есть и поэтому тут, наверное, просто чтобы себе оставить возможность в дальнейшем управлять. Как я уже вначале говорил про процентное соотношение, у нас этот вопрос обсуждался, Иван Васильев там выступил с докладом, и он расписал, что мы будем, ну, про это у нас написано, я не буду сейчас все это останавливаться. Было голосование, подавляющее большинство голосовало за вхождение, то есть вопрос был решен положительно. Дальше потом интересно, какие вот еще, на что хотелось обратить внимание. Они, вот хорошо, 19 января проголосовали, это было голосование 19 января.
они сразу подняли вопрос о том, что надо создать свое чувашское учредительное собрание. То есть для того, чтобы вот как раз создать орган, который бы всеми чувашами вот этим регионом управлял бы, надо собрать учредительное собрание, он создать чувашский парламент в Волжско-Уральском штате, и он будет решать все эти вопросы. Дальше, ну, это понятно там, да. Вот интересно, вот мне на что хотел показать. Они поставили о том, что вопрос, что надо создать областное учредительное собрание. То есть все народы, все эти территории должны создать свое дополнительное свое учредительное собрание провести, где они это выберут, и там уже фракции будет татарская, чувашская, марийская, русская и всех остальных. И вот они выясняют о том, что какое пропорциональное соотношение там должно, то есть как наши чувашские требования, то, что надо не по территориальному, а по национальному принципу проводить выборы. И предлагали сделать, причем созыв областного учредительного собрания, они приняли решение возложить на комиссию, которая собирает чувашское учредительное собрание. То есть областного характера, то есть они брали инициативу на себя. И говорили, что если в Казани не получится там с продуктами, давайте в Чебоксарах его сделаем, вот это, проведем областное учредительное собрание, то есть всего по Волжскому региону. То есть наши, что хотел сказать, что там тоже чувствуют себя достаточно уверенно, и в принципе даже фактически, что Чебоксары мог стать центром, ну, по крайней мере, уже они поставили вопрос о том, что он станет центром вот этого, по сути, штата. Даже в границе, она как вот южная граница, Оренбург, это прям с Казахстаном граничил там? Или... Нет, это часть Оренбургской губернии, да. А потом еще часть Оренбургской губернии, да, идет? Потом только Да. Казахстан. Так, как дальше развивались события? Итак, 19 января они приняли такое решение. До этого 26 января с этим предложением своими, они там, ну, это наверняка тут Владимир Николаевич Клементьев там про это хорошо пишет, там про границы, про это я не буду останавливаться, то есть какие требования там были, там расширить границы, о том, чтобы... Но еще на что подчеркивается, наши чуваши выдвинули такое требование. Хорошо, мы войдем в Волжско-Уральский штат, но с условием, что будут расширяться территории его. Во-первых, туда включат мордву и удмуртов, потому что татары не хотели включать ни мордву, ни удмуртов, они свой штат не предполагали включать. Ну, потому что изначально-то у нас как бы они к тюркам, потому что у нас тюркские же там было это самое, там, да, объединение. То есть, и поэтому они не попали туда. Там, да? И потом мы еще говорили, что надо еще там, порядка 10 экономических развитых городов туда включить, как же это самое, Алатырь в том числе, там, как же, для того, чтобы экономически это развить. И от этого повышалось количество русского населения. И говорят, что вот как раз будет тогда пропорциональное соотношение, треть мусульман, треть русских и треть как бы нас всех инородцев. То есть, ну, по крайней мере, это численно, то есть будет такое гармоничное более-менее соотношение, чтобы не было превалирования. 26 января чуваши пошли своими вот этими как раз предложениями, условиями на мусульманский всероссийский мусульманский военный съезд, который проходил в то же время в Казани. А вот мусульманский военный съезд, я потом еще про него еще отдельно скажу, когда с чувашами закончим, он взял на себя основную инициативу по созыву вот этого Волжско-Уральского штата. Но там явно 29-го состоялось совместное заседание, им не понравилось. Вот теперь почему не понравилось? Почему прежний либеральный, вот на чем как раз, который там нравился чувашским деятелям, почему он уже в январе 2018 года стал терпеть поражение? Ну, во-первых, потому что там советская власть начала укрепляться. А они вот этих либеральных кадетов, естественно, начали там ставить к стенке. Там проще там разговаривали. Там, да? До Уфы еще не добрались, до Меджлиса. Его они только разогнали в апреле 2018 года. Но, по крайней мере, потихоньку они уже начинали там то, что брать везде больше свою власть. И начали голову поднимать татарские социалисты. Здесь вот вначале я не показал вот разницу, я вам показал, что в чем суть либерального подхода. Да? То есть это демократия снизу. Социалисты, они всегда изначально сторонники четкой регламентации и идеи государственности. Это создание четкой государственной структуры. То есть в чем принципиальная разница между либералами и социалистами?
социалисты, они всегда говорят, это четкая вертикаль власти, четко как же все это самое, то есть распределение всех этих. И поэтому их форма решения национального вопроса была не такая демократическая снизу, а национально-пропорциональным представительством во власти. То есть, если мы поставим у руководства пропорциональное соотношение таких национальностей, то эти вопросы решаются. И вот этот подход, вот этот социалистический, он, естественно, стал укрепляться потихоньку там, да. Социалисты стали брать власть в свои руки. Садри Максуди своими либеральными идеями был отодвинут. Гаяс Исаков тоже хоть был и социалистом, тоже его. Там власть фактически взяли такие основные лидеры в татарском движении, как Ибрагимов, Гилимжан, по-моему. Ибрагимов, это в Уфимской губернии. Потом в Казанской губернии Ильяс Алкин, руководитель Харби-Шуро, военного совета, мусульманского военного совета. А на всероссийском уровне Вахитов, Мунуир Вахитов, память, который стоит в Казани, он, который создал, со Сталиным, там они переговорили, создали вот этот комиссариат, мусульманский комиссариат. Они все социалисты же там были, да, все эсеры там в основном, тоже левые эсеры. Они другие начали, и они стали уже вот этим либеральным татарским же вот этим буржуазным демократам, так, чтобы понять, скажем, буржуазным подчеркну, да, начали, естественно, вставлять какая-то палка колесо, своим классовым подходом, все это самое. То есть они потихоньку начали рушить им, то есть палку колесо вставлять, и фактически и на себя перетянули. То есть там фактически заговорились между собой это мусульманский военный съезд всероссийский в Казани, который был, вот это Илья Салкин. Харби-Шуро, да, это по-татарски. Договорился с левой фракцией Мили Меджилиса, Ибрагимов, который возглавлял это в Уфимскую губернию. И они начали перетягивать на себя. То есть они начали проталкивать, чтобы пользоваться большинством и советская власть. Попробуй там выступи, там что-нибудь скажи против советской власти. Там тебя быстро обвинят буржуазно, там, как ты там буржую защищаешь. И они начали продвигать о том, что нам нужно создавать свою татарскую государственность. Вот так потихоньку они сначала отделяются от русского, потом смотрят, они от русского начали отделяться, население, стараются меньше, как можно меньше брать это население тогда. А здесь Чуваш еще предлагает себя, да еще туда давайте мордву и удмуртов еще подтянем. Марийцы и так идут, еще мордву и удмуртов еще подтянем. И вот у нас документ есть такой, тоже нашел, как же это самое. Они там дали, в конце января пишут военному съезду нашему чувашскому. Мусульманская часть комиссии по осуществлению Урал-Волжского штата считает возможным для тюрко-татар образование общего штата с чувашами и мари только в том случае, если они не настаивают на включении в штат территорий, населенными другими народностями, входящих в состав этнической группы народностей Поволжья. Ввиду неприемлемости этих условий для представителей чувашей и мари, мусульманская часть коллегии считает переговоры с ними относительно образования общего штата прерванными до окончательного с их стороны выявления воли их народов. У нас много различных вариантов там говорят, там, почему прервались отношения. Там, да? То есть вот она основная причина, почему чувашские и татарские отношения прерывались. Потому что нам было выгодно расширять не мусульманское население, инородческое, а им это было уже социалистам это уже было принципиально невыгодно. Да? То есть это как же стало причиной. Потом еще было такое требование, вот у нас, кстати, по коллегии, если это посмотреть, там, они там пишут, что в этой коллегии по учреждению Волжского штата было 8 мусульман, 5 русских, 2 чуваша и 1 мариец. То есть у нас изначально считали, конечно, что это непропорциональное соотношение для учреждения коллегии. То есть на военном съезде 5 представителей в этой коллегии у нас выбрали и 3 кандидата к ним, заместителя. Туда вошли, видите, то есть не 2, а 5. Туда Алюнов, Васильев, Юман, Титов и Лукьянов. Да. То есть это вошли кандидаты, там Краснов, еще там кто-то там из них, там, как же там был, где-то здесь. Татары на это не пошли. То есть у нас говорят там, как же, что непонятно, там говорят там, что вот часто слышал, в татарской литературе упрекают чуваши, что они там пошли за Карлом Грассисами, там пошли, там вот этот, потому что в Казанском губернском совете основной идеолог большевистский
по антимусульманскому, это был Карл Грасис. Это наш знаменитый, это чебоксарский, это Карл Грасис. Он латыш, он самый, в ссылке здесь был в Чебоксарах. Советскую власть устанавливал, а потом в Казань там уехал. Они говорят, что он говорит, пошел, они пошли там за Грасисом. Вот все-таки, наверное, более объективные причины, точки разрыва отношений не нашли. Потому что чуваши начали выставлять свои требования, во-первых, расширить, чтобы коллегия была пропорциональная, да? Не 2 места из 16, да? А пропорциональная, там, по крайней мере, там, чтобы побольше там было. Там, 5 человек они там предлагали. Территория за счет других. Не пошли они на это. И после этого это стало причиной, почему. Но зато пошел навстречу Казанский совет и Грасис пошел чувашам навстречу. Они сказали, да, мы фактически сделаем то же самое же. Создадим областную автономию. Но на принципе советской власти. Алюнову Васильеву это не понравилось. Алюнов либерал, по сути, там тоже, они хоть и сэры там были, там тоже, да. Они как бы тоже. Но зато Юман пошел навстречу, ну, Краснов там сам старался по этому поводу. То есть произошел то есть часть у нас, раз с татарами не получилось, переключились на Казанский совет. То есть они стали сотрудничать с Казанским губернским советом. У нас этот момент вообще в литературе не указывается. То есть у нас то, что наши стали сотрудничать с Казанским губернским советом в деле, у нас это вообще, то есть, обходится стороной. А это принципиально. Почему, кстати говоря, в советское время, ну, хотя тогда, почему, например, в советское время про это не написать бы? А очень просто. Потому что Казанский губернский совет, он вошел в оппозиционные отношения с Лениным и со Сталиным. Потому что они предлагали свою областную автономию, там как же вот и Поволжье, а Ленину и Сталину это не устраивало. И у них были по этому поводу серьезные конфликты. И Грасис есть, и Уфимская, и Оренбургская губерния, Уфимская Сыромолотов ездил, Грасис от Казанской, Оренбургская, не помню. Они ходили к Ленину с заявлением, что творит Сталин, почему там это дает татарам такие преимущества. Ленин сказал, вы ошибаетесь, товарищи, идите подумайте. Они пошли подумать, что бухтели, но потом, конечно, вынуждены были. Но традиционно потом, я не знаю, за других, про Грасиса скажу, за ним затвердилась уже репутация как оппортуниста, ленинского решения национального вопроса. И в советское время, кстати, в татарской литературе его, много ему досталось. И сейчас его там, он как это самое, для татар это как Ильминский, враг народа, да, татарского, так и Грасис у них там враг народа. А для нас наоборот. Оба они все хорошо. Вот. Пошли, значит, у нас за советским проектом. Что делать татарам? В таких условиях они тогда решили как же брать власть сепаратно, в одностороннем порядке. Сепаратно это значит в одностороннем порядке, да? То есть не совещаясь ни с кем. И вот уже появляется вот этот знаменитый проект уже штата Идель-Урал. То есть после областного съезда Совета, который произошел в начале января, они приняли решение о создании своей республики. Причем вот у нас принято указывать в татарской литературе, что вот этот Идель-Урал был очень в оппозиционных отношениях с Казанским советом. Но это как трактует. Но если смотреть документы, не настолько были большие принципиальные между ними различия. Потому что вот Казанский совет губернский, Грасис, да, идеолог по национальному вопросу того времени, они хотели сделать Волжско-Уральскую Советскую Республику. Причем или областную автономию. И по какому принципу? Из всех территориальных образований на этой территории потом их объединить в областную автономию. И когда татары провозглашали свой штат Идель-Урал, они сразу сказали же, что вот этот штат Идель-Урал может стать составной частью областной автономии. Вот это Поволжского региона. То есть у них не было такого антагонизма, как у нас часто показывают. То, что у них не получился, это в первую очередь связано с своим внутренним разногласием у татар. С башкирами отношения не сложились. То, что Сталин выдвинул вот эту идею татар-башкирской республики, они сегодня не буду, в следующий раз. Они часто говорят, что почему Идель-Урал не сложился, потому что
Казанский совет занял агрессивную политику, войска стянул, блокировал, там 300 матросов приехало там в Казань. Там бои же были, да. Они арестовали этого Ильяса Алкина, лидера вот как раз это Харби-Шуро, 28 февраля. Потом тогда отпустили, там как же сразу. Они провозгласили свою Идель-Уральскую республику, то есть они как провозгласили? То есть территориально они брали, как написали, Башкортостан и казанскую часть, мусульманскую часть Казанской губернии. Но в документах, опять, которые у нас башкиры там опубликовали, опять опровергают, что это как же ходит противостояние. Потому что, когда они, например, послали радостное сообщение о том, что башкирам, что вот мы вот провозгласили, вот давайте мы Идель-Урал, вашу Уфимскую губернию с нашими, то башкиры очень конкретно сказали, что мы этот проект нам не нравится, мы свой уже Башкортостан уже объявили, мы вас не поддерживаем. Поэтому это не то, что там большевики их там все казанские всех там разогнали принудительно. Тут больше, потому что это в первую очередь внутренними своими разногласиями. Там, да. И потом как раз башкиры стали они сотрудничать с наркомнацем Сталина по созданию Татаро-Башкирской республики. Это отдельно уже другой разговор. Так что вот. Так, заканчиваю. И потом вот они это пошли на это, провозгласили свою Идель-Урал. Ну, немножко расскажу тогда, как развивались дальнейшие события. Значит, вот 26 февраля они принимают на мусульманском съезде о провозглашении Идель-Уральской Советской Республики. Вот развесили, вот специально распечатал такие афиши по городу, они сохранились. И вот посмотрите, интересно, да, торжественно, в пятницу 1 марта 2018 года на Театральной площади имеет быть торжественное провозглашение фармана универсала, объявленной автономией Идель-Уральской республики как федеративной части Российской Советской Рабочей Крестьянской Республики. То есть они не отделяли себя, опять-таки, причем советской же. Но они социалисты были все, по сути. Они, по сути, не отделяли себя. Граждане русские, чуваши, черемисы, евреи и другие народы. Почему, кстати, там татары не упоминаются? Не так вот. Как само собой, наверное. Ну, нет, в те времена, еще раз говорю, что там, татары такого ходового названия не было. Там называли мусульмане. То есть у них там это использовали, но не так часто. А основное было определение, там, это был мусульманин. Вот они говорят, русские, чуваши, черемисы, евреи и другие народы. Так. Евреев даже отдельно выделили. Угу. В Казани, наверное, были, нет? Это исторический день, протяните нам братскую руку. Ознаменуйте этот исторический день. И тут подписано, что это учреждает Всероссийский мусульманский съезд, мусульманские организации Казанской губернии, но исключая комиссариат мусульманский, который там сформировался. Потому что комиссариат, который уже система Султан Галиев, он подчинял, у них уже были другие планы. Они уже, это самое, у них там были другие, они фактически развалили там все это. Как же потом, они эти 300 матросов привезли. Вот 26 февраля они провозгласили, и Казанский совет тоже не дремал, чтобы немножко, у них был свой процесс. Я даже не могу сказать, татары пишут, что казанские большевики, того, что когда провозгласили татары свой, то они провозгласили свою как противовес. Но я не вижу, что это противовес. Это, скорее всего, вполне логично, у них и было до этого запланировано. Они 26 февраля же провозгласили образование на территории Казанской губернии Казанской Советской Республики, Рабочей Крестьянской Республики. То есть они провозгласили Казанскую Рабочую Крестьянскую Республику. Что это ДНР, ЛНР, что-то нет. Совершенно верно, да. Это в те времена это было в порядке вещей, как Московскую республику об этом провозглашали. Из 14 губерний тоже там. Да. Там и Донская была, там как же там. То есть это был такой процесс. И у них, то есть, получается, они на одной и той же территории две республики было. Два штат и республика. То есть они, и, да, у них было противостояние, но не настолько там, как же это самое. Дальше потом как развивать. Они 26-го они провозгласили, сказали, что 1 марта мы провозгласим. 28-го, то есть и за день до 1 марта казанские большевики, 28 февраля, ну там же 28 дней же там, да, февраля, они арестовывают лидеров мусульманского вот этих Харби-Шуро, Ильяса Алкина и там еще несколько других.
Причем на следующий день выпускают их. Да, потому что чтобы не было там обострения ситуации, ну там были какие-то конфликты пошли, там Ваисова там застрелили, там как же, причем свои татарские националисты. Это тоже интересный персонаж. Это вот мы там тоже там как же там говорим там такие всякие были, а там еще было такое религиозное фанатичное такое направление ваисовское движение, которое за возрождение булгарского Волжской Болгарии, которое как это самое как источник вообще мусульманского идеала такой мусульманской республики, мусульманского ханства такого там, да, такой, да, они суфисты были, да, такой немножко экстремистский такой, там, то есть там сильно, у них там было сильно замешано. Вот, они выпускают, и они фактически провозглашают это свою Идель-Уральскую республику, фактически у себя на военном совете, на военном съезде мусульманском. Уходит в Татарскую Слободу, города Казани, они там свой съезд переносят туда подтягивают свои войска, говорят, там, как это было, железные дивизии, там, ой, как это называется, там, 20 тысяч там, мусульманских воинов. Кстати говоря, это вполне закономерно, что в то время, это в феврале 2018 года в России это была самая сильная боевая единица. 20 тысяч мусульманских воинов, нет, это в Казани татары. Они собрали вокруг себя там 20 тысяч, ну, некоторые говорят, оспаривают, может, меньше там, говорят, советские идеологи приврали. Чтобы защищать свой съезд от разгона. В те времена еще был принято во всей России, это в России вполне нормальная практика, что они сначала провозглашают, а потом уже как получится. Там, как карта ляжет, потому что там дальше там, да. То есть это было в порядке вещей. То есть это у нас сейчас больше принято сначала подготовиться, референдум провести, там что-то все там как же это сам. Те времена провозглашали сначала там, да, это все это. То есть они вот у себя вот в своей татарской слободе провозгласили и в течение всего марта месяца держали оборону. То есть в течение всего марта они пытались, то есть они сказали, что наш штат будет это и вся Казанская губерния, но по сути вся их власть была ограничена вот на этой татарской слободе, забулачной части. И поэтому в советское время у них там такое ироничное название было в отношении вот этого штата Идель-Урал — Забулачная республика. То есть, ну, как бы такая небольшое. Там, как же. Почему она долго не просуществовала? Еще раз говорю, что из-за внутренних разногласий между самими себя. Там, да, там, по сути, когда начались уже столкновения, когда вот эти матросы пошли разоружать, то есть вот эти солдаты, вот эти тысячи воинов, они просто не стали ничего делать. То есть они... Но основная все-таки причина, почему они перешли на сторону советской власти и поддержали Казанский, потому что в это время, 22 марта, пока они там держали оборону, Ленин и Сталин подписали декрет о положении о Татаро-Башкирской республике. То есть это был еще другой, альтернативный. Вот я говорил, был мусульманский проект, был казанский большевиков был проект, а это еще совершенно другой проект. Как бы на одну и ту же тему, но он изначально другой. Он был сталинский. И уже там как же это самое, а действительно, зачем этим солдатам, мусульманам там что-то оборонять, защищать, когда там это по сути им так уж дают Татаро-Башкирскую республику. Ну да, уже по принципу советской власти, конечно. Вот. И они не стали сопротивляться, там как же разоружение основных мест прошло достаточно быстро, это в конце марта месяца уже там все это разоружили, организаторов арестовали, посадили там, как же это самое, потому что и уже перешли там. Ну, потом началось другое противостояние уже. Казанский совет и ГРАСИС стали это уже активно выступать против Татаро-Башкирской республики теперь уже это самое, то есть против сталинского проекта. Об этом, может, в следующий раз уже сегодня, пока эту тему заканчиваю. Вот. Получается, такая Поволжская Швейцария могла бы получиться, нет? Да, она предполагалась, да. Вопрос есть. Какие предполагаются органы управления, вот они такой, значит, создают республику. Это в первом проекте или втором? Первый. Парламент. Парламент? Да. То есть, да, мусульманская, Волжско-Уральская республика там, то есть предполагалось, как вот, это еще до разгона учредительного собрания всероссийского, то есть у нас, когда еще там уже вообще еще, какая будет страна, у нас демократическая или советская, там еще не факт, что она советская могла остаться,
Потому что учредительное собрание же советская власть принудительно же разогнала же, по сути. А она же, если вспомнить, учредительное собрание в Петрограде 5 января, она провозгласила образование Российской Федеративной Демократической Республики. Слова советское там нет. После этого Железняк пришел, сказал, все, уходите. И уже там на третьем Всероссийском сельсовете сказали, что она советская, добавили. То есть не факт, что она могла быть советская, то есть парламент предполагался, а в этом парламенте будут различные фракции. Татарская, вот это Милимиджилис, чувашская там как же, русская, марийская, мордовская, По удмуртская. национальностям, да, партия? Да. А не было такого, что там марийская, социалистическая, марийская, либеральная? Реалии того времени, конечно, там, да, там были там, ну, в те времена еще могло и не быть, ну, могли быть, не быть. Но уже в 18 году, по мере укрепления советской власти, у них было оставлено уже требование, чтобы были, в первую очередь, не национальные, а именно классовые организации. Нет, классовые организации, политические организации, да, чтобы они были именно какой-то политический. Вот там как раз стал моментально популярность заимел мусульманский социалистический комитет Султангалиева там, и Вахитова. То есть как же, и чуваши стали быстро сколачивать свой социалистический комитет там, из того, что там говорят, там, что там типа большевики там появились, хотя там никаких большевиков там не было. Но вот, это уже другая тема. Ага. Еще вопрос. Сколько таких реальных проектов существовало, которые реально могли совершиться? Вообще, само по себе развитие, там, не знаю, там оно как развивается. Там у нас в последнее время, в советское время, люди в воспитанной советской школе говорили, что история двигает вообще какой-то сам по себе обезличенный общественный прогресс. В виде, они выбирают некоторых лидеров, там, да, сам общественный процесс. И они двигают. А сейчас, вот про роль личности в истории, что он движет историю, это говорили у нас, это буржуазное направление, в советское время так говорили. Но сейчас у нас очень сильно увеличивает это вообще вот это самое, роль личности в истории, что там, это Путин там с Украиной воюет. Не общественные процессы идут, такие естественные. Это Путин все придумал, это роль личности такой, да. Это Сталин там придумал с Гитлером там воевать. Это Гитлер там у него там в бреду, там, давай-ка мировую войну строю. Это не олигархические круги. Понимаете? Почему? Это раньше у нас как говорили, у нас раньше олигархические круги, финансовый капитал, они выдвигают этих лидеров, там типа Гитлера, да, чтобы он там начал воевать, там, да. А сейчас они, вот это сейчас буржуазные, они сейчас, им не хочется, там, чтобы агитировать, поэтому они говорят, что это он сумасшедший был, и почему-то все за ним пошли. Почему-то там, да. А сейчас за Путина все почему-то пошли. Так вот, если говорить о проектах, то они сами по себе вырождаются потихоньку. Там идет общественный процесс. Там роль проектов, она была, скажем так, вот как бы тактическая, но не стратегическая, потому что она могла дать какое-то направление, но она могла быстро отменить его, то есть стать другой совершенно. То есть там вот этот генезис, там в трансформации они были постоянно. В итоге там получилось совершенно не так, что планировали. Вот эти 20-е годы, вот этот аппарат вот этих образований автономных областей и республик, это там, ну никто это не предполагал. Это все совершалось экспромтом. Причем, как же исходя, ну как я писал там в своей книге, даже сделали подарок для европейских коммунистов это, к этому третьему конгрессу, второму конгрессу Третьего интернационала. Ну это ладно, другая тема. Ага. А что Владимир Ильич предлагал, как вот, ну, вообще, до марта месяца, вот что интересно, Петроград и Совнарком России по Волжску не вмешивался. Ему своих вот так дел хватало. Они стояли на грани вообще уничтожения, там, да, немцы двигались в феврале, там, как же это самое, Брестский мир, там у них там, как же, и кто там, своих там хватало, там, как же это самое. И поэтому они даже здесь, в Казанской губернии, вот говорят, советская власть была установлена, но они были совершенно не ленинского типа. Они были так называемые какие-то левые большевики. Да? Вот Грайсица, там, люксембургианство там у него ему приписали. Анархисты, левые эсеры, то есть здесь в основном правили, это балл задавали. Но по мере того, как уже Советская Россия и Совнарком с Лениным укрепились, они обратили внимание, конечно, здесь уже, ну как они еще раньше обращали, но они просто реально не могли влиять. Потом уже, но они уже стали влиять через вот эту систему наркомнации и через... А? Ага. Ой, что было в 2020 году, там другая кухня совершенно.
Сам другая тема, да. Вот интересную позицию Симбирск занимал, да? Там достаточно большое количество чувашей же было. Документы вот по этому отрезку времени есть документы? И вот почему не вошли, допустим, отказались в этот проект Большой Волги, так скажем, современный, по тем временам? То есть свои интересы, значит, были, которые не совпадали с интересами казанских и там чебоксарских чувашей, так что ли? Ну, в принципе, да, конечно. У нас по этому поводу документов-то у нас-то и нету, вот я говорю, обрывочные, но вот есть такие очень чистые, такие яркие документы, они сохранились, наверное, случайно, потому что я говорю, что 20-е годы просто их почищали, чтобы потом не оставлять на себе, там, как же, что вот это самое, чтобы у нас оставлять такие радужные, позитивные документы, такие, знаете, негатив. Зачем? Это всегда, и сейчас такое же это есть, такое направление. А вот откровенные документы, которые говорят о таком принципиальном столкновении, они сохранились некоторые, там случайно причем сохранились. Есть такое дело в деле Симбирской чувашской школы, или Ивана Яковлева, точно не помню, Ивана Яковлева. Одно дело, получается, оно состоит из документов, которые в 60-х годах, вот в Уфе, в Уфимском архиве проводили инвентаризацию и нашли несколько документов. Они явно относятся, ну не наши, не уфимские, да, чувашские. И они взяли, отправили, сказали, в 62-м году, там, вот, вам это интересно. Да? И вот дело из таких дел состоит, и там есть такая интересная переписка такая как раз. Это, конечно, более поздние события уже, когда была образована Казанская республика, когда был образован Казанский комиссариат по чувашским делам, вот это Александра Краснова, когда был создан вот этот статистический комитет. Так вот, знаменитое есть дело, когда Иван Яковлев написал жалобу на своих вот этих симбирских коллег, то, что его там притесняют. Да. И Ленин написал тоже, и он одну из бумаг написал в феврале на имя как раз Чувашского военного совета Канаша. Когда начали будет этот документ рассматривать, уже военного совета уже не существовало, этим вопросом стал заниматься Казанский комиссариат по чувашским делам. И от имени Чувашского социалистического комитета и Казанского комиссариата по чувашским делам они направили, ЮМАН этим собранием руководил, они направили бумагу, она там как же это есть, мол, зачем вы нашего патриарха притесняете? И в Симбирске в апреле месяце было создано свои собрания, городские, там, губернские там тоже, где приняли решение, такие выводы, буквально там то, что вот у вас там Казанская губерния там, наша Сибирская здесь. Вот так. А руководил этим съездом Семен Николаев. Он красиво умел там, как же это самое, то есть деликатно сказал, что вот ваша Казанская губерния там, вот там командуете. То есть эта психология того времени была такая. То есть некоторые, я думаю, красноречивые такие документы, да, это самое, то есть они четко, конкретно показывают расстановку. Других документов, конечно, подобного характера нет. Есть, конечно, по 2020 году. В архивах нынешнего Ульяновска этого нет? Я не знаю, я там не работал. Возможно, должны быть. Но просто, мне кажется, их просто не особо это раскручивают и показывают, потому что они как бы ломают наше тоже традиционное представление, там, даже вот эту идиллию там, нашу, которая вот это самое, да, что во всем виноват элемент, там, да, это самое, и все. Но сегодня это не страшно ломать, поэтому интересно все-таки по теме, это 17-й год. Уфимский еще интересно посмотреть. Ульяновский рядом, тут можно... Уфимский там тоже наверняка очень интересно, потому что на этот военный съезд и Уфимские, и Симбирские не приехали. Да. А хотя там были сильные чувашские общества национального ЧНО, там были там. Уфимский вообще раньше всех образовался. И фигуры сильные, да? Да. Ну, в Уфе там я не могу так сказать, там, да. Насчет таких деятелей, этим материалом не владею, насчет, кто там, какие там сильные там деятели, вот именно 18-го года. Вот в 19-м, да, потом Быков появился, Савандеев, Сергей Мили, там вот это наш знаменитый, там как же. Эту тему можно за счет этих двух архивов, Уфимского и Симбирского. Я не знаю, насколько они там раскрыты, ну, конечно, да. Там надо их выявлять, эти документы, тоже наверняка там чистого фонда такого нету, но изучая там при губернском совдепе был чувашский отдел, там, например, там тоже у них там был. То есть там, конечно, да, нужно. Развивать некую такую, чтобы у нынешнего поколения мышление было. Да.
чтобы думали больше о положительных, чтобы об единстве, а не различии. А по 2020 году там, да, таких документов больше уже появляется. Там уже, там, да, там, где там уже, я про это уже рассказывал, где там саботируют откровенно уже там эльминевские там уже там эти проекты. Вопрос можно? А почему вот на протяжении всего доклада периодически подчеркивалось, что Волжско-Уральская республика не мыслилась, скажем, как некое самостоятельное образование, да, то есть как некое унитарное, ну, в составе некой, скажем, унитарной, там, допустим, РСФСР, там, и так далее. Почему как бы это постоянно подчеркивается? В чем проблема, если бы она, допустим, была как самостоятельная республика, предположим, а не в составе РСФСР? Ну, потому что на территории Волжского-Уральского региона большое количество русского населения, и она была при власти. То есть это население, которое было очень значительно, и у них был политический авторитет. И если бы они стали бы упирать на то, что мы сделаем это как же отдельно от коренной России, неминуемо гражданская война. То есть внутри самого штата. Ну, то есть, таким образом, получается, на территории Волжско-Уральской республики гражданской войны, получается, не случилось из-за этого, да? У нас население вообще нашего региона, сами знаете, толерантное, миролюбивое, склонно к компромиссам, в хорошем смысле слова. А гражданской войны, получается, здесь не было, да? Ее принесли сюда с Самарским Камучем. Это голосовое противоречие. Гражданская война была. Почему нельзя по противоречию до конца? Эти противоречия у нас есть уже определенные стандарты, как эти противоречия можно эффективно решать на корню. Гражданская война сюда пришла из стороны, она пришла из Самары. А если бы отделились, тоже бы не пришла бы гражданская война или пришла бы? Нет, там даже, если точнее, там гражданская война, там, понимаете, как же, вот это Симбирск, Казань захватили, там, конечно, там были, там капелевцы, там какие-то русские офицеры, там все такое прочее. Но основной воинский костяк, который все эти вопросы лежал, это Чехословацкий корпус. То есть Гражданская война пришлась в Чехословакии. Нет. Это чехословацкие пленные, которые стянулись по всей Сибири, и они потом собрались там, как же это само. Их там фактически французское командование, они были под французским командованием, потому что они в Антанту же входили же там, как же это самое. Их бедняжек, им поставили ультиматум: хотите домой, воюйте против русских, против России. Куда им деваться? Они в центре России, что им остается делать еще? Поэтому они выполняли указы, которые давали им французское командование, которые давали вот этот союз с белогвардейцами, Самарским Комучем. И поэтому здесь, вот еще раз говорю, что у нас здесь вот гражданская война, у нас было месяц всего лишь было, да? Это в августе месяца 2018 года. А вы сумели раскрутить Самарский гражданский войну? На какой основе делали? Самарский Комуч это комитет членов учредительного собрания. То есть в Самаре собрались вот это распущенное депутаты учредительного собрания, антисоветски настроенные, против большевиков. Питерские? Да. Они сюда съехали? Да. Так. Кстати, предполагал, что и Казань могло бы стать центром. И, кстати, строили такие, это как же, хотели устроить перевороты в Казани, там в мае месяце, по-моему, что ли, там большой склад оружия обнаружили. Вот эти были же эсеровские мятежи летом 18 года. Самый большой Ярославский был там это самое. А это составная часть, они все вместе были. Это составная часть, вот этот Самарский Комуч, потому что Самарский Комуч это эсеровский проект. Это депутаты первого, а там уже 80% это был эсер уже. Учредительное собрание, помните, да, там социалистов? Нет, разные там. Разные были? Да. В Самарский Комуч вошли наши чувашские депутаты-учредительцы. Алюнов, Васильев, Николаев, Титов, Юман. Они все пятером туда вошли в это Самарский Комуч. Но потом, как же, они на свою беду они связались с Колчаком, поставили военным министром, а он переворот устроил ему. Он их к стенке поставил. Да. Но вооруженные силы состояли из казаков в основном сибирских. А Самарский Комуч, он, кстати говоря, тоже интересный шаблон, стереотип такой, да. Он воевал с большевиками, но у него было, в начальный период у него было красное знамя. То есть они воевали с большевиками, советами, но у них было красное знамя, и чтобы они отличались от этих большевиков, с которыми надо воевать, они вот эту георгиевскую ленточку вешали. Никуда без нее. А как же без нее? Символ России, что поделаешь. Но это недолго было. Потом они, Самарский Комуч, еще на свою беду, они с белогвардейцами, вошли в соглашение. А они уже
профессиональные военные, они быстро просто подмяли их под себя и все. Тут есть вопрос интересный. Обычно считается, что гражданская война длилась очень долго и по всей России. На самом деле не так. Она была локальная. На югах была среди казачьих, так сказать, организаций. Вот эта тема отдельная, конечно, но так коснулись мы ее. И поэтому в Поволжье она не сильно раскрутилась, в отличие, допустим, тех же южных, где целые, сколько там, 100 тысяч казаков ушло за границу, что-то такое. Вместе с семьями и так далее, и так далее. Ну, у нас нет таких традиций друг на друга так сильно идти против друг. На самом деле, вот это Военных традиций, да? нет, не военных. У нас воевать все умеют, там, как же. А то, что с друг другом воевать вот так вот до такого стервенения, как на юге, до истребления, геноцид устраивать. У нас есть, могут там, конечно, там пойти кому-то набить, там что-то могут и порезать, повесить, перестрелять. Но на следующий день, господи, что-то мы не то делаем. То есть это в менталитете просто уже, они там, да, это самое, как же, то есть. Почему нельзя было национальным, как бы, областям там или там, ну, территориям, ну, отделиться до конца в территориальном плане, а создавать какие-то там фейковые какие-то парламенты, там, органы? Почему вопрос в Чувашке ставился либо за, значит, русских, либо за мусульман, либо за татар, либо за черемисов? Почему нельзя было, не стоял вопрос, чтобы отдельно вообще отделиться до конца? Почему, например, там союзные республики, они спокойно вот эти отделились, там, ну, Закавказская республика, там, и так далее? Польша, Ну, Китай, это это не спокойно. Да. А почему, нет, они же, До сих пор спокойно. нет, почему они мыслили, что они могут отделиться в отдельную республику, а почему Чувашия? Ну, понял. Вот сразу с примера за Кавказем, там, да, ну, во-первых, у них неспокойно происходило до сих пор. Я не говорю, что это спокойно. Нет, не я, спокойно. да, Почему уже. нельзя было так? А вот объясняю уже. Вот пример Карабаха, там, да, где Азербайджан с армянами до сих пор они поделить его не могут. Так вот, если бы наши бы чуваши стали бы разделяться бы также с татарами, таких Карабахов у нас было бы здесь очень много. Потому что вот это через полосица бесконечная. Вот у нас, вот, конечно, да, вот северная часть, она компактно проживает там, да, но южная часть, они перемешку с татарским населением идет. Это как же с русским населением. Дальше. Не противоречит тезис о том, что была гражданская война, с предыдущим тезисом о том, что где-то такой миролюбивый менталитет в Чувашии был? А в чем противоречие? В том, что они миролюбивые и не стали бы воевать, а решили мирно этот вопрос через полосицы. Нет, в это как раз менталитет проявился, то, что они не разделились. Нет, а нельзя ли было, например, в Уфимской области, ну, Создать Чувашскую республику, Чувашскую автономию, например, есть крымские Вот, татары, да. есть казанские татары, были Да, чувашские вот чуваши. на эту часть вопроса, да, очень хороший это вопрос, да, на самом деле хороший, потому что такие проекты были, ну как проекты, такие настроения были, но почему в 17-18 году это было, ну как бы сказать, технически еще это было сложно это делать. Вот попробуй сейчас Чебоксары разделить вот на чувашскую, русскую и татарскую часть. В начале перестройки эти идеи очень были Нет, я не про Чебоксары, я вообще просто говорю. Пример, просто когда все так смешано. И еще потом дальше такие предложения были. Вот в 2020 году, помните, я вам когда говорил же там, да, что у нас трудовую коммуну хотели сделать не одну как территорию нынешней Чувашии, а сеть вот этих областей. Поэтому над этим проектом думали, делали. Нет, именно не трудовая коммуна. Как пример с Таджикистаном. Он же выделился из Узбекистана фактически. То есть он сначала как автономия существовал в пределах Узбекской союзной республики, а потом выделился. Точно так же могли, допустим, уфимские чуваши в качестве автономии существовать, скажем, среди башкир, а потом выделиться. Существуют, я говорю, уже казанские татары. Так и делали. А в чем тогда проблема? Почему-то носиться надо было с территориальной, с трудовой коммуной, хотя можно было вполне в рамках территориального самоопределения эти вопросы спокойно решить. Объясняю, потому что для того, чтобы это сделать, нужно большое количество уже подготовленного населения, которое готово к подобным вопросам, уже подготовлены кадры, которые бы нужно было сделать, чтобы они заняли бы все эти должностные вот эти места, чтобы население уже на выборах и на всех отстаивать эти вопросы. Но для того, чтобы это сделать, нужно какое-то время. Недозрелые, короче, были. Недозрело не в том смысле, что как же недоразвитые, как бы это самое, а в то, что в положительном то, что надо было, по крайней мере, они такие,
у нас всегда говорится, да, мы хотим территориально, но потом, вообще, если честно сказать, там, да, то есть, вот, по крайней мере, вот у нас когда говорили, что создавать, если 17-18 год, то Чувашскую республику там создавать, то это не современную такую Чувашскую республику, а вот большую Чувашскую республику, то есть огромную такую, и причем за счет чего? За счет того, что не сверху, вот приду, скажу там, так, все, татары, сидите, молчите, здесь будут править чуваши. Не за счет этого, а за счет чего? За то, чтобы вот на всех этих территориях, где же проживают и чуваши, и другие народы, они сумеют на своих местных органах взять власть в свои руки, а они это умеют делать. И после этого фактически провозгласить, то есть снизу пройти, но для этого нужно просто закончить там, да. То есть такой путь предполагался, Здесь неправильная постановка вопроса в каком плане, что национальное самоопределение мыслится как некий такой Юрьев день. Вот сегодня можно будет самоопределиться, вот обязательно надо будет прям самостоятельную автономию, скажем, чувашам в составе Башкирии делать. Зачем? Это уже вопрос такой, что такое самоопределение. По понятиям того времени национальное самоопределение было, вот Российская империя рухнула, то есть нам год, два, три нужно сказать свое слово. Нет, ну вот именно что... А вот нынешнее национальное самоопределение это совершенно другое понимание того, что было раньше. Ну вот логика какая должна быть заложена, если по идее так рассуждать, что, допустим, создали, допустим, с точки зрения, допустим, экономически, да, то есть выгодно создать Башкирскую республику, а чуваши, скажем, поскольку не имеют экономической самостоятельности, могли бы, скажем, культурную автономию, скажем, если требуется этническая однородность, да, какая-то, чтобы была, чтобы их там не ущемляли ни русские, ни они русских не ущемляли, создать культурную автономию, которая бы в дальнейшем развивалась, скажем, и выделилась в отдельный, вот пример, опять же, Таджикистана. Таджикистан на территории Узбекистана фактически выделялся и выделился в отдельную союзную республику. Точно так же вот эти автономные, культурные автономии на территории других республик могли, скажем, даже до уровня союзных республик. Грубо говоря, вот были бы казанские чуваши союзные, были бы уфимские чуваши союзные. В конце 2020 года был Всероссийский съезд чувашских деятелей, там, да, и где Ильмень поставил задачу, там, как раз там, всем остальным там, приняли единогласно, это Всероссийский чувашский съезд советов. То есть, сейчас, секундочку. И вот он как раз там сказал, что вот в других, вот мы сейчас, Чувашская автономная область у нас есть, вот в других местах, где есть чувашское население, они сейчас должны выделяться уже, мы уже дозрели. И теперь в 2020 году, в 2021 году они создавать должны быть чувашские уезды, свои волости, уезды и даже губернии. Это фраза из тех времен. То есть они как раз, вот о чем как раз говоришь, это самое, то есть уже там уже они политически, уже административно созрели, чтобы брать уже свои, там как же это самое, то есть они создавать, где они проживают, уже создавать свои уезды чувашские. И они были созданы в 20-х годах, в течение всех 20-х годов, и в Самарской области были, да, это самые чувашские районы. В Башкирии это были чувашские районы. То есть в некоторых областях они до 30-х годов были чувашские районы. Официально. Чувашский район какой статус они имели? Самоуправление. Административно-территориальное деление. То есть на территории Самарской области, или там губернии, там, да, еще там было еще до 27 года, они там как же, то есть в своем уезде, у них там уездная власть стоит из чувашей. Автономная такая. Да. То есть они были, но потом их там всех упразднили. Предложение завершить. Спасибо большое за вашу лекцию. Очень хорошая, плодотворная, необходимая для развития присутствующих и вообще для будущего нашей Чувашии. Потому что в такой обстановке, когда идет кругом война, может и такое в России может начаться, и мы должны быть просвещены в этих областях, чтобы не допустить тех ошибок, которые были совершены. Да, спасибо, конечно, да, потому что надо знать, потому что мы вот эти социалистические, государственные очень хорошо знаем, а вот самое понимать, в чем смысл вообще и либеральных учений, да, тоже это самое, не пропагандировать их там, да, это самое, но, по крайней мере, понимать их вообще, что лучше, чтобы, по крайней мере, повторять ошибок прошлого. Вам спасибо за внимание всем. Спасибо.